Доброе утро, Республика! Начинаем новую рабочую неделю. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Как всегда, с самыми последними новостями и хорошим настроением расскажем, что устами младенца глаголит истина, кто же такие экономисты, что предсказывают нам звезды. Сделаем обязательно зарядку, поделимся самыми приятными новостями за последние сутки. Ну и, конечно, расскажем, какие сегодня важные даты и события. Ну и всегда у нас в гостях только теплые, добрые, хорошие, утренние люди, которые готовы поговорить и вам, подарить вам хорошее настроение. Ну, а хотелось бы начать с небольшой такой новости. Вот в Британии стартовал второй этап шестимесячного эксперимента по короткой рабочей неделе. Участвуют там 17 британских компаний и более 1000 сотрудников. Ну, а главная цель – это проверить, как сокращение рабочего времени скажется на производительности труда. Зарплата сохраняется в полном объеме, а по итогам первого этапа руководители компании заявили, что в результате тестирования улучшился баланс между работой и личной жизнью, снизился уровень стресса, а существенное снижение производительности не произошло. Но вот мне интересно, они потеряли целый рабочий день, это, наверное, все-таки они решили, пятницу мы удалили, если смотреть, по нашей рабочей неделе. Как бы в пятницу никто и не работает, в общем-то, все осталось по-прежнему. Но вот если был выбор, что бы удалили, пятницу или понедельник? Если был выбор. Ты знаешь, мне кажется, если удалить понедельник, вторник просто станет еще одним понедельником. А вот пятницу, может быть, в этом был бы резон. Но я бы скорее не убрала полностью. Я бы скорее все-таки работала до обеда, часов до 15. Ты вообще трудоголик, да? А так в целом, я думаю, хорошая такая новость. Может быть, можно немножко помечтать, что когда-нибудь люди придут к тому мнению, что 4 дня работать – это хорошо и эффективно. Да? А потом 3, а потом 2. Вообще лучше вообще не работать. Один день и полностью сохраняется зарплата. Мечта. Ну а сейчас, друзья, давайте помечтали и хватит. Сегодня у нас понедельник, начало рабочей недели. И прямо сейчас давайте узнаем, какая погода за окном. Итак, друзья, но сегодня у нас в городе Якутске температура воздуха по состоянию на 6 часов утра составляла, сейчас я скажу, минус 14 градусов. И сегодня днем преимущественно облачно, небольшой снег, ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Днем температура минус 11-13 градусов. Но я думаю, что по республике мы обязательно также в течение сегодняшнего выпуска расскажем, какая погода была за окном. Ну, а всем желаем, конечно, одеваться по погоде. У нас уже... минус 14, это, мне кажется, вообще хорошо. Да, у нас зима, у нас ноябрь, у нас потеплело. И в целом я сегодня ехала, так светло было как-то на улице. Буду надеяться, что днем будет так же. Есть повод прогуляться? Да, отличный повод. То есть на улице так вот по выходным было очень красиво, да? Снежок. Да, снежок, красиво. Немножко гололед, конечно, кстати. Будьте осторожны, потому что все равно опасно, особенно для старших поколений. Будьте внимательны, потому что под льдом сейчас и лед есть, и может где-то даже атака какая-то. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны, одевайтесь по погоде, и тогда погода вас обязательно будет радовать. Ну а сейчас узнаем, чем нас радуют последние новости. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Риски распространения энтеровирусной инфекции, включая вирус Коксаки, в России отсутствуют. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что в этом году наблюдался незначительный подъем заболеваемости, в том числе это был и вирус Коксаки, при этом в основном фиксировались другие энтеровирусы. На данный момент этот подъем ушел, он завершился к середине сентября. По ее словам, очагов вируса Коксаки активных и массовых, о которых пишут, нет. Их не выявили ни путем опроса, ни путем анализа информации, которая есть в стране, заключил руководитель Роспотребнадзора. Сотрудники МВД Якутии получат денежный подарок. Глава республики Айсан Николаев назначил единовременную выплату для правоохранителей в размере 75 884 рублей. Выплату получат отдельные категории работников МВД. Это 1186 якутян. Это сотрудники патрульно-постовой службы полиции, дежурных частей, дорожно-патрульной службы, участковые уполномоченные по делам несовершеннолетних, конвоиры и другие. До 15 ноября этого года председатель правительства Якутии Кирилл Бычков определит условия и порядок осуществления данных выплат.
Подходит к концу открытый фестиваль пианистов «Калейдоскоп талантов». Концертный зал детской школы искусств номер 2 собрал более 100 самых талантливых юных пианистов Якутии, в том числе из далекого поселка Депутатский, также с Вилюйского, Нюрбинского, Чорапчинского улусов. По регламенту участники представили по 2 номера. Одно произведение якутского композитора и второе на свой выбор. В итоге более 50 участников стали дипломатами и лауреатами конкурса. Тем временем декан факультета фортепиано Центра музыкальных школ города Москвы Наталья Богданова провела мастер-класс для повышения мастерства. Многие участники мастер-классов уже показали свое мастерство на конкурсе. И очень интересно с ребятами познакомиться поближе, посмотреть, как они реагируют, как они раскрываются, потому что, собственно, в этом их будущая перспектива. И, конечно, я считаю, что такая возможность для детей выйти на сцену, попробовать свои силы. Но на мастер-классах, естественно, присутствуют педагоги. Таким образом, я могу не только позаниматься с ребенком, а как бы транслировать педагогу свои пожелания и таким образом выстроить, можно сказать, перспективу для ребенка. Также в Якутске прошел чемпионат по футзалу среди молодежных команд на Кубок Министерства спорта. В борьбу за медали традиционного турнира вступили 11 сборных команд районов и учебных заведений. Студенты СВФУ и педагогического колледжа боролись за бронзу соревнований. За первое место сражались команды Горного и Нюрбинского улусов. В итоге со счетом 6-1 победу одержала нюрбинская команда. Отмечается, что сейчас футзалом в Якутии занимаются более 17 тысяч человек. Хорошее впечатление составила команда Горного улуса, которая вышла в финал за счет своего характера, самоотдачи. Команда Нюрбинского улуса, которая с каждым годом все новые и новые ребята у них появляются. Да, и скоро, я думаю, в число лидеров якутского футзала выйдет Нюрбинский улус. Через 2 дня у нас по студентам в Даксуне проходят соревнования с приездом команд из Москвы, из Санкт-Петербурга. Да, наш Северо-Восточный федеральный университет будет участвовать. Ко Дню народного единства в Сочи, Йошкар-Оле и Верхояне почти одновременно открылись выставки известного якутского живописца Миры Аргуновой. И Мира сегодня в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Мира, относительно недавно вы поздравляли вас с открытием выставки в Омске. Сейчас уже у вас открылось 3 выставки в разных регионах России. Как вам это удается? Сразу 3 выставки? Мне кажется, что когда наступает нужное время, то само проведение работает на то, чтобы даже самые сложные проекты, на первый взгляд, реализовались сами собой. Мы планировали эти проекты за полгода, но в красивую хронологию они сложились, можно сказать, по воле Всевышнего. Ну вот 3 выставки, там была различная тематика или какие основные темы были представлены? Да, это все 3 проекта абсолютно разные. Проект, который мы представили в Верхоянске, это иллюстрации по произведениям якутских поэтов и писателей, которые отмечают в этом году свой юбилей. Автор проекта «Бриллиантовый голос Якутии» Александра Старостина. Таким образом, на этом проекте мы представили якутские литературные образы. А в Йошкар-Оле, в Республике Марий-Эл, мы представили выставку в рамках проекта «Диалог культур». И эта выставка рассказывает о якутских легендах, сказках Аланхо. А в Сириусе выставка посвящена культурному коду России, традициям России, ее многонациональному народу, уникальной природе разных уголков страны, от южных морей до полярного края, и людям, которые трудятся каждый день на благо нашей страны. Таким образом, можно сказать, что все 3 проекта нацелены на то, чтобы отразить максимально и полно духовные ценности Якутии и России, то есть нашей малой и большой родины. Здорово. То есть если знакомиться со всеми 3 выставками, можно получить такое огромное впечатление. Но вот выставка, которая была в Сириусе, она была представлена в нескольких, получается, регионах страны. В каких городах удалось ее посмотреть? Удалось посмотреть в Москве, в Горном Алтае, в Горно-Алтайске, в Иркутске, в Улан-Удэ, Челябинске, Судаке и Омске. Ну, то есть такая география достаточно обширная. А часть мы даже показали в Якутске, успели в арт-галерее «Юргел» и историческом парке «Россия. Моя история». Здорово. Здорово. Ну вот вообще этот проект получил высокую оценку экспертов. Мира, можете рассказать поподробнее о национальной премии «Россия. Страна возможностей»?
Ну, эта премия была учреждена в декабре прошлого года по указу президента России Владимира Владимировича Путина. Со всей страны подали заявки 33 тысячи проектов. Эксперты оценивали в несколько этапов и отобрали 100 лучших проектов в финал. В 13 номинациях, и в номинации «Культура и творчество» было всего 8 проектов, включая наш. И хотя результаты до сих пор неизвестны, в любом случае попадание в финал уже очень ценно, укрепляет дух и показывает, что наше дело стране нужно. Конечно, из 33 тысяч. Конечно, участников. это попасть в финал, это вообще достижение уже само по себе, что отобрали. Как вам удается, я знаю, что вы часто вынуждены открывать выставки удаленно, потому что не всегда успеваете оказаться в 3 местах одновременно. Как вам это удается, что самое сложное в этом процессе? Действительно, это непростая задача, но мы работаем в основном всегда с большими профессионалами. Это всегда государственные музеи, в которых работают лучшие эксперты музейного дела и в которых процессы налажены уже многолетней практикой, с одной стороны. А с другой стороны, все наши выставки — это цельные проекты со всеми сопутствующими материалами, документацией, списки картин со всеми каталожными данными, подписи к картинам, этикетки, какие-то материалы, в том числе те, которые можно потрогать, и даже музыкальное сопровождение. Кстати, на днях мы получили разрешение использовать на выставках запись музыки к балету «Сияющий камень», который написал автор гимна Республики Саха-Якутия Кирилл Афанасьевич Герасимов. И запись записана, создана благодаря Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Таким образом, зрителя ждет погружение в современное, высокое профессиональное искусство Якутии. Супер. здорово. Получается и визуальное, и аудио сопровождение. Это вообще потрясающе. Аудиовизуальное. Да, получается, ты вот в 3D-мир попал уже внутрь картины практически. Вот еще на выставке, да, в Сириусе представлен необычный полиптих. Вообще его нет аналогов, да? Тут можете рассказать об этом поподробнее? Действительно, полиптих можно назвать беспрецедентным, потому что, с одной стороны, он написан как живописный спектакль по якутским пословицам и поговоркам, где все роли сыграл непревзойденный премьер Государственного театра оперы и балета, народный артист Республики Саха-Якутия Сарел Афанасьев, который позировал для этого полиптиха 3 года, за что ему безгранично благодарна. А с другой стороны, этот полиптих оригинален по своей форме. Это 18 картин самостоятельных, которые могут быть представлены как по отдельности, так и группами по 2, 3, 4, 6 и, конечно же, все 18 вместе. И в таком виде он выглядит как огромная картина высотой 2 метра и шириной 5,5. Я думаю, что все фанаты в восторге. Им очень стало интересно это посмотреть. А можно ли увидеть вашу выставку в Якутске в эти дни? Да, постоянная экспозиция открыта в квартале труда, и выставку можно посетить в любой день по расписанию креативного кластера. Кстати, все картины можно купить. Спасибо. Ну, а еще один вопрос хотелось бы про планы, да, то есть уже вот выставка вот, шикарная. То есть вообще, Мира, вы у нас очень часто, да, появляетесь в наших эфирах с интересными, хорошими новостями. Ну, а еще что планируется далее? Спасибо, что приглашаете. В планах 2 очень мощных проекта, коллективных. И в этом отношении я очень надеюсь на поддержку Союза художников России, во-первых. Во-вторых, своей альма-матер, АГИКИ. Если удастся реализовать, то это будут просто эпохальные события, можно сказать. Ну а с другой стороны, мы надеемся с Божьей помощью показать мою персональную выставку еще в нескольких регионах страны. Ну, желаем. Желаем, творческих чтобы она успехов. обязательно реализовалась, эта идея, ну и уверены, что поддержку окажут, потому что уже такая огромная работа проделана, которая отмечена, что это уже успех. Поэтому ждем вас в гости с новыми новостями. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Друзья, ну а мы продолжаем и двигаемся далее. Умение говорить красиво – это ценнейший дар. Он помогает человеку производить впечатление, добиться своих целей, легко адаптироваться к любой ситуации. Мы должны правильно говорить не только ради себя, но и для того, чтобы передать всю красоту нашего языка потомкам. Поэтому в нашей постоянной рубрике мы с удовольствием поможем вам в этой цели.
Доброе утро, дорогие телезрители! Во время нашей прошлой встречи мы с вами говорили о словах компания и кампания. А сегодня мы поговорим еще об одной такой паре слов-близнецов. Это слова комплимент, слово комплемент. В чем же отличие этих слов? Дело в том, что комплимент мы хорошо с вами знаем. Это лестное суждение, поэтому комплиментами можно обмениваться или дарить комплименты. И поэтому с этим словом мы особо проблем не встречаем. А что же такое комплимент? Когда же появляется комплимент? Согласно большому толковому словарю русского языка, комплимент – это белковое вещество, содержащееся в плазме крови, которое под воздействием антител уничтожает однородные клетки. А во-вторых, это класс всех объектов, которые не являются членами данного класса. То есть то, что является дополнением к чему-либо. Иными словами, если вы в ресторане или кафе получаете какой-то подарок от шеф-повара, вы получаете от него комплимент. Комплимент от шеф-повара. Давайте говорить правильно. Всего доброго! И у каждого бывают в жизни люди, которые играют в судьбе важную роль, оставляют неизгладимый след. Для многих из нас это первый учитель. И это не только про научить читать или писать. Он наряду с родителями буквально открывает нам этот мир, учит понимать, где добро, а где зло. И трудно представить, сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы из маленьких девчонок и мальчишек они выросли в успешных, счастливых людей. А какой современный первый учитель? В Якутске на минувшей неделе выбрали лучшего педагога начальных классов. Давайте познакомимся с победительницей прошлогоднего конкурса и узнаем, кто же стал лучшим учителем в этом году. Айталина Александровна, учительница начальных классов, она же победительница конкурса педагогов «Первый учитель», зашла к своим третьеклассникам в гости. Сейчас она не работает, так как сидит по уходу за ребенком. Айталина Александровна добрая, радостная и веселая, и хорошая. Мы по ней скучаем. Когда мы делали ошибки, она говорила, что любой делает ошибки, и любой человек не идеален. Уметь прощать ошибки, не критиковать, а подбодрить и поддержать. В этом главный секрет педагогического подхода к детям молодой учительницы Айталины Сидоровой. Считаю, что плохих детей не бывает, всегда об этом говорю родителям. Каждый ученик, он чем-то все равно особен, чем-то хорош, и пытаюсь найти всегда лучшие его качества. Дети, как признается Айталина, отвечают тем же и в какой-то степени сами пример для учителя. Сейчас дети, они такие открытые, они такие эмоциональные, поэтому я вместе с ними тоже стала такой энергичной, можно сказать, да. Молодая учительница первая не только в профессии. Она мама 4 детей, которых также учит быть открытыми и самостоятельными. Между тем, Айталина долго засиживаться в отпуске по уходу не собирается. Очень хочется, да. Я вообще была даже готова в этом году выйти. И на открытие конкурса в этом году Айталина первая пришла поддержать молодых коллег, которые также волнуются, как в прошлом году она сама. Для меня это, наверное, больше такое показать себя, возможность познакомиться с другими участниками тоже. Для молодых специалистов это намного, наверное, тоже такой важный аспект имеет. В итоге недельного конкурса из 28 участников лучшим педагогом названа учитель начальных классов средней школы номер 7 города Якутска Мария Валерьевна Наумова. С большим волнением я называю имя моей тезки Марии Валерьевны Наумовой.
Открытые уроки, внешкольные занятия, профессиональная оценка жюри и коллег очень важно для молодого педагога. Но главное, чтобы в каждом маленьком сердечке откликались наставления, любовь и добро первого учителя. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. Работа с детьми – это всегда очень увлекательно и интересно. И вообще дети – это кладезь интересной информации. У ребенка логические связи, цепочки от наблюдения до принятия решений выстраиваются иначе. Первое, что важно знать, у ребенка дошкольного возраста мышление интуитивное. Он еще не имеет научных представлений о мире и явлениях в нем. Он опирается на свои основания, внешние впечатления, чтобы сделать выводы. Он не понимает сути явлений. Именно поэтому для него килограмм железа тяжелее килограмма ваты в известной задачке на смекалку. Да, и поэтому особенно интересно узнать мнение ребенка о тех или иных понятиях. Сегодня мы, например, узнаем их экспертное мнение, кто такие экономисты. Кто такой экономист? Не знаю. Это тот, кто хранит вещи. На что похоже это слово? Экономист. Машина. Машина. Не знаю. Я его не прочитал. Это человек или это вот предмет какой-то? Ну, это человек. А как он должен, вот этот экономист, как он должен выглядеть? А, нет, это животное. Это животное. В чем тогда он одет, например? В одежде. А в какой? Цвет какой у него одежды? Зеленый. Серый. Как будто синим в кофте. В синей кофте. Еще как? Еще шапка синяя, там ботинки черные. А чем вот этот экономист занимается тогда? Хранит вещи. А где он их хранит? В сейфе. В сейфе. Я думаю, что он фотосессию делает. Фотосессию. Экономист фотосессию делает. Или мультики создает. Вот такое экспертное мнение. Кто же такие экономисты? Да мы, в свою очередь, на самом деле поздравляем сегодня специалистов этой увлекательной профессии. Вы о себе узнали много нового. Может быть, стоит походить по садикам и школам и рассказать, насколько на самом деле интересна ваша профессия. Ну, а вообще, вот, наверное, нужно ликбез для других любителей праздников провести, потому что сегодня день шопинга. Покупать новые вещи любят все, особенно на виртуальных прилавках интернет-магазинов. А уж если такие покупки подкреплены акциями и скидками, люди стараются не отказать себе в удовольствии получить давно желаемую покупку. И неудивительно, что появился целый праздник – День шопинга. С каждым годом праздник становится известнее, масштабнее и популярнее, хотя он неофициальный. Все началось в далеком 2009 году, когда известный китайский концерн Alibaba, владелец огромной торговой площадки AliExpress, приурочил тотальную интернет-распродажу к китайскому празднику – Дню холостяка. Ну а новая идея настолько понравилась пользователям, что теперь ежегодно все фанаты шопинга с нетерпением ждут 11 ноября, чтобы наполнить свой гардероб новенькими модными вещами, обувью и аксессуарами по выгодным ценам. Ну а прямо сейчас узнаем, чем еще знаменателен сегодняшний день. На календаре 11 ноября. Сегодня День экономиста в России, День военного пенсионера, День работника восстановительного поезда, Всемирный день шопинга и Международный день энергосбережения. По народному календарю Авраамий Овчар и Анастасия Овечница. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Авраамия – покровителем овчаров, которые в этот день справляли свой праздник. В этот период времени стригли овец, овечью шерсть пряли, а из ниток вязали теплые носки и варежки, либо ткали теплые ткани для зимней одежды. Этот день в истории. В 1765 году 11 ноября основано Императорское вольно-экономическое общество по поощрению в России земледелия и домостроительства. В 1837 году в этот день открыто движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Сарским селом. В 1918 году подписано Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне. В 1936 году в Англии впервые в мире показан прогноз погоды по телевидению, а в 1983 появился первый прототип компьютерного вируса.
В 2002-м российский ученый Григорий Перельман доказал математическую гипотезу Пуанкаре. В этот день родились Федор Достоевский, русский писатель и мыслитель; Лиля Брик, российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского; Клавдия Боярских, советская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка; Дэми Мур, актриса; Леонардо Ди Каприо, американский актер, продюсер, лауреат премии «Оскар». Именины сегодня отмечают Анастасия, Мария, Анна, Андрей, Афанасий, Василий, Виктор, Иван, Кирилл, Алексей, Павел, Николай, Тимофей и Евгений. Но мы выяснили, что сегодня любимый праздник всех модников и модниц – день шопинга, когда одни вполне официально могут сносить виртуальные прилавки интернет-магазинов, но как научиться не скупать все подряд, сочетать в гардеробе базовые вещи и что будет актуально в этом новом году. Обсудим это с нашим стилистом Дарьей Габышевой. Доброе утро! Привет. Доброе утро. Ну, а вот сразу первый вопрос. Вот почему некоторые люди не могут уйти из магазина без вороха, может быть, даже сказать, ненужных покупок, и как понять вообще, что ты шопоголик? Ну, вообще шопоголизм – это же зависимость и болезнь. То есть, да, я, конечно, не психотерапевт, но это факт, да, то есть всем известный, что чаще всего это такая же нехорошая форма зависимости, как и другие пагубные, которые мы знаем. Просто шопоголизм, ну, как бы звучит так, ну, достаточно безобидно, и мы привыкли уже там шопоголик, шопоголик, то есть мы уже так всем диагноз условно ставим, но на самом деле шопоголизм, если он начинает вредить семейному бюджету, то есть это когда, допустим, у тебя завтра оплата ипотеки, и это твои последние деньги, и ты выбираешь не ипотеку платить, а на какие-то вещи ненужные тебе потратить деньги, то, скорее всего, это вот эта болезнь. То есть, а если ты понимаешь прекрасно, что у тебя есть свободные деньги, ты можешь что-то приобрести себе, то это так, ну, это развлечение своего рода, да, можно так сказать. Некоторые вот так, как способ расслабления используют очень многие, да. Когда, как сказать, у меня стресс, пойду куплю себе платье. Что-то да, да, ну, у женщин это более развито, хотя у мужчин тоже есть, он просто немножко завуалированный. То есть, и результат шопоголизма – это захламление пространства. То есть это когда вещи с бирками, это когда покупки там какие-то не распакованные. Это вот как купить, я не знаю, соковыжималку и потом забыть про нее и купить вторую. Вот приблизительно вот это вот как-то. Недавно, кстати, был такой, я где-то промелькнул в соцсетях, девушка жаловалась, что она утром проснулась, а у нее в одной из этих онлайн-маркетов на сотни тысяч рублей заказано было уже оплаченные покупки. И она не помнила, как она это сделала. Кстати, я очень часто своим клиенткам рекомендую, что делать вообще. Ночью что происходит? Это доказанный факт. Сознание, оно засыпает и просыпается бессознательное. Ну, как просыпается, оно как бы есть, бессознательно остается. И очень часто вот начинается добавление вот в корзину, безрассудное вообще, просто классно, куплю, здорово, всегда мечта. А перед сном да. Оплатить. Да, и я всем говорю, не нажимайте кнопку «Оплатить», просто смотрите утром за кофе, с утра посидела, посмотрела, условно когда ты уже в уме в своем находишься, посмотреть, что там, потому что я говорю, допустим, вот кого спрашиваю, мне девушка говорит, мне там посылка еще идет с Вайлдберрис. Я говорю, ага, хорошо. Она говорит, только я не помню, что там. То есть, да, то есть я думаю, что такое у многих есть. То есть люди забирают посылку и потом смотрят и думают, а где я была вообще в тот момент, когда это заказывала. Что со мной произошло, да? Да, поэтому, конечно, я категорически против бездумного шопинга вообще. То есть это как от этого уберечься, наверное, об этом тоже нам нужно подумать, потому что это вредит бюджет. Там на этих сайтах, на Вайлдберрис в том числе, есть вот эта ссылочка, сколько ты потратил. И я когда слышу, сколько у людей там цифры, я, например, мне интереснее, например, слышать, сколько я сэкономила, но сколько я потратила, вообще неприятно. То есть да, там реально у людей по 400, по 200 тысяч в год, просто ни на что. А что делать с вещами, которые у нас лежат в гардеробе? То есть зачастую у девушек две проблемы. Это некуда сложить вещи и нечего надеть. И вот как это совместить, чтобы перебрать, что мешает на полках, и в то же время балансированно подобрать гардероб, ну, хотя бы на неделю? Ну, вообще, очень важно изначально, да, идти к корню проблемы. Потому что что у нас получается? Когда мы покупаем вещи в магазине, мы покупаем по принципу «мне нравится», да? То есть мы такие, о, мне это нравится, куплю, да?
А когда мы подходим к шкафу, мы уже стоим и смотрим, так, мне нужна одежда на какой-то мой определенный образ жизни. И иногда то, что нам нравится, и наш образ жизни немножко не совпадает. Так бывает. То есть, что девушка любит условно леопард, а работает она в офисе, где у нее есть строгий дресс-код. И вот у нее 80% вещей – это такие вещи в стиле, я не знаю, Версаче, леопард, золото, там все блестит, все сверкает, да, немножко Филипп Киркоров. И вот ее, да, это ее альтер-эго такое. И вот вещи на работу, а работать сколько дней в неделю нужно? 7. Это в среднем, ну ладно, 7, ладно, 5. У меня, это у меня. Это не у вас. Мы только что говорили про 4-дневную рабочую неделю. Да, в общем, 5 аутфитов женщине нужно в среднем, а у нее, получается, не хватает. Поэтому что нужно делать? Изначально нужно оценить свой график. Да, понимание, сколько дней я трачу на работу, сколько у меня выходов в свет, так их будем называть, там вечеринки с подружками, какие-то караоке, прочие вещи, да. И в процентном соотношении мы понимаем, что если работа у меня в жизни, там, не знаю, 50% всей жизни, значит, гардероб на 50% должен состоять, да, из этих скучных, неинтересных вещей, но зато будет в чем ходить. И там хожу на вечеринки там 2 раза в неделю там, или 2 раза в месяц, у кого как. Соответственно, в процентном соотношении гардероб должен быть. Это моя вечная проблема. Когда меня приглашают куда-нибудь на какой-нибудь выезд на природу, я такая, опс. Потому что у меня наоборот, у меня вот это на работу, вот там что-то завалялось где-то, спортивный костюм, я такая, где-то валялся спортивный костюм. У меня где-то валялся спортивный костюм. Ну да, то есть это же все вот такой баланс. То есть, и, конечно, на 100% его соблюдать сложно. Мы же, ну, то есть, наверное, есть перфекционисты, у которых там все ровно. Ну, там плюс-минус, но когда дисбаланс, когда мы живем какой-то другой жизнью, покупаем одежду для другой жизни, которой у нас нет, ну, в результате может случиться то, что нам просто нечего будет носить. А вещи будут как бы. Да. А какой вот вообще должен быть базовый гардероб? Какие там должны быть вещи? Начнем с того, что это тоже очень индивидуально. Зависит от специфики работы. То есть вот вы работаете на телевидении, понятно, что ваша база сильно отличается от человека, который работает в офисе, да, потому что там у них более строгие какие-то правила, дресс-код. Вы тут утром радостные, можете и в розовом прийти, и тут с цветочком, а они это себе позволить не могут, поэтому у них база совсем другая. У меня, как у многодетной матери, вообще другая база, да, моя база состоит вот из спортивных костюмов, у меня их, знаешь, вот так вот. И тебе и беленький, и розовенький, и черненький, какой хочешь. Почему? Потому что это удобно. Это база многодетной матери, то есть это зависит от жизненной роли. Но если мы говорим конкретно о базовых вещах, а не о базовом гардеробе, базовые вещи это условно там футболка, джинсы, жакет, пиджак там, да, какие-то кардиганы там. Но это те вещи, которые вне времени. Те вещи, которые не имеют яркой стилевой привязки. То есть по ней непонятно, спортивная она или можно ее вот в стиле casual, да, с чинусами носить, например. Мы просто перед эфиром разговаривали, я говорю, недавно гуглил, что такое чинусы. Да, то есть, да, вот, например, белая футболка базовая с достаточно плотной ткани, прямой формы, то есть мы можем ее носить и с брюками, мы можем ее со спортивными штанами. Вот, это база, то есть она идеально подходит и к тому, и к другому. Но когда у нас гардероб полностью из базовых вещей, это будет очень скучно, в этом не будет индивидуальности, никакой фишки. Потому что базовые вещи, они преимущественно по цветам такие максимально совсем сочетаемые. Да, это серый, белый, черный, может быть темно-синий. Соответственно, это не всем подходит, да, потому что есть люди, которые любят поярче. Поэтому базовые вещи, я их рекомендую использовать как клей в образе. Ну, то есть, что они нужны, чтобы как-то вот сочетать все друг с другом, склеивать. То есть ее должно быть немного, но она важна. Потому что когда все совсем яркое, да, совсем, то там уже сложно будет комплекты создавать. Вот надвигается такой самый проблемный момент, это Новый год, все хотят что-то интересное. Можно ли сочетать какой-то яркий, интересный образ в повседневной жизни, на выход и достаточно экономный бюджет? Как это сделать правильно? Да, конечно, это возможно. Вообще, я об этом в эфире даже уже на этом канале говорила, да, но все равно повторюсь, я думаю, ничего страшного, потому что, как мы часто у нас бывает, да, мы видим джинсы, да, за 3000, и думаем, ой, ну сейчас ладно, давайте сейчас уже за 5, да, за 5000, думаем, ну вот, дорого, мне такие джинсы не нужны, не буду их покупать, да. Хотя будешь в этих джинсах ходить там на протяжении всего года, я думаю, раз 100 точно, да.
И, например, платье на выход за 12 тысяч. Буду носить 3 часа. Идеально мне подходит, да? То есть как у нас бывает? То есть это не рациональное распределение бюджета. То есть вот поэтому что важно? Важно понимать, что если твой выход и стоимость твоего выхода слишком дорогая, превышает, да, какие-то твои, скажем так, да, расходы, которые ты можешь себе позволить, платя на один раз за 12 тысяч многовато. Можно взять аренду, можно попробовать, вот как ты говоришь, смиксовать, например, приобрести только одну часть какую-то. Сейчас вот, например, распродажа, вот сегодня, да, можно заранее как раз-таки подготовиться и приобрести такие вещи, которые в дальнейшем будут реально дорого стоить. То есть вот распродажа должна работать для того, чтобы приобрести вещи, которые в жизни реально дорогие. Это не когда стоило 3000, а стоит 500 рублей, да? Это когда стоило вот 12, например, и более тысяч, а стало стоить, например, там, не знаю, 3. Это так, вот, это реальная скидка, это правда выгодно. И потом на тот же самый Новый год что-то себе приобрести, может быть, какие-то туфли, может быть, платье, то есть, и тогда это правда будет хороший выгодный шопинг. Что модно будет в 2025 году? Точно. Точно будет модно быть собой, друзья. Это всегда работает. Потому что, ну, а если говорить о каких-то таких вещах, то сейчас мы все переходим в эру женственности все-таки. То есть я, конечно, с трудом к этому отношусь, потому что я люблю, когда все в виде мешка. Но я понимаю прекрасно, что все равно женственность сейчас на пике своей популярности, это будет нарастать, потому что после того времени, когда мы все сидели дома, мы расслабились, и пришел вот этот тренд на объемы, на вскрыть все, что мы набрали за то время, пока мы сидели дома. А сейчас мы уже все приходим в форму, все. Ну, то есть сейчас женственность снова актуальна. И также сейчас будет очень много отсылок к 80-м. То есть это все можно пересмотреть какие-то классные фильмы, посмотреть, как там одевались, и просто продублировать или достать вещи мамы, бабушки, тоже вариант. Шляпки, перчатки, да, корсеты. Да, то есть все очень удобно в этом плане. Я поэтому, как говорится, ничего не нужно далеко убирать. Да, выкидывать ничего не нужно. Особенно из хороших вещей. Ну, хорошие точно не надо. Вот кожаные вещи точно не выкидывайте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое за совет. Я думаю, что теперь у нас шопинг пройдет успешно, и все такие: о, скоро Новый год, нужно купить дорогое стильное платье со скидкой. Да, еще бы знать, что это действительно скидка, да? Ну, может быть, многие же... Самое главное задуматься, что это возможность супруге сказать: дорогая, готовимся к Новому году заранее, давай сэкономим семейный бюджет и не пойдем в магазин за 2 часа до выхода. Еще раз спасибо большое, друзья. Ну, а мы продолжаем, и вот вообще в последние десятилетия, да, астрология переживает свой звездный час. Все больше образованных молодых людей читают астрологические прогнозы, заказывают натальные карты, да, и, соответственно, консультируются с провидцами, когда лучше менять работу, покупать машину и стричь волосы. Свою версию гороскопа можно найти почти в любом издании. Но самое главное, что это тоже модная тенденция, которая циклирует, да, то есть иногда появляется, иногда исчезает. Как правило, в суть астрологических прогнозов никто не вникает. Сложно сказать, что значит ретроградный Меркурий, Марс во Льве, Уран в Тельце. Важнее, что прогнозы дают успокоение и хоть какую-то твердую почву под ногами. Поэтому слушаем, вычленяем все самое положительное для себя и говорим, что у нас все будет прекрасно. Овен. На этой неделе вы проявите стремление к независимости. Следите, чтобы борьба за свободу не мешала делам. В них на первом месте по-прежнему суммарный итог командных трудов, а не возможность потешить свое самолюбие. В личных делах Овнам не придется кого-то убеждать в своей правоте. Близкие люди будут открыты для диалога и обсуждения свежих идей. Телец. На этой неделе вам нужно сосредоточиться на своих финансах. Возможно, вам придется принять некоторые трудные решения, но они будут необходимы для долгосрочного успеха. На работе будьте организованы и сосредоточены, и ваша тяжелая работа окупится. В личной жизни будьте открыты для новых возможностей. Близнецы. Отличное время, чтобы перейти от планирования к активным действиям. Если ваша главная цель – нечто конкретное в домашних делах, итоги каждого из таких начинаний окажутся впечатляющими. Гороскоп не рекомендует терять драгоценное время и в делах личных. Во второй половине недели станет понятно, кто настоящий друг, а кто всего лишь пользуется вашим доверием. Рак.
Ваша уравновешенность на этой неделе будет достойна похвал. И нет таких дел, в которых вы бы не смогли разобраться в этот период. Астрологическая обстановка не исключает необходимости тушить разногласия между родственниками, коллегами или соседями. К концу недели рекомендуется слегка снизить финансовый аппетит. Попробуйте рассмотреть бюджетные аналоги тех вещей, которые хотели бы приобрести. Лев. Гороскоп рекомендует поработать над собой. Это отличное время учиться и развиваться как внешне, так и внутренне. Все важные решения перенесите на следующую неделю. В конце недели следует избегать недосказанности в личных беседах и старайтесь мысленно проговаривать каждую фразу, прежде чем ее произнести. Дева. Неделя благоволит вам в переходе на новый этап в романтических отношениях, созданию делового партнерства и поиску нового способа улучшения своего благосостояния. Вам, дорогие девы, в этот период не нужно тратить время на иллюзии, а следует заняться реальным делом. Столь благоприятные условия для решительных действий выпадают нечасто. Весы. Проанализируйте, какие обстоятельства готовы работать на вас, а какие требуют коррекции. Не удивляйтесь, если в ходе переговоров противоположная сторона попытается перетянуть одеяло на себя. Вам также не стоит отказываться от попыток получить лакомый кусок пирога. Отстаивайте свои интересы, находя весомую аргументацию. В личных делах гороскоп советует весам нацелиться на обновление отношений. Скорпион. Обстоятельства недели сложатся для вас самым замечательным образом. Даже цели, которые, как казалось, нет возможности осуществить, могут теперь реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь дальше. Жить в условиях многозадачности нелегко, но именно так, без перерыва переходя с одного занятия на другое, вы создаете свое лучшее будущее. Ближе к выходным скорпионы получат возможность хорошо расслабиться. Стрелец. Проанализируйте цель, которую поставили перед собой. Если она слишком сложна или требует жертв, быть может, следует переключить внимание на что-то другое. Положительной тенденцией в личных делах для представителей вашего знака станет укрепление взаимосвязи с кем-то из близких, но до настоящей идиллии пока далеко. Не сидите сложа руки, делайте все, что в вашей власти, дабы отношения вошли в нужное русло. Козерог. Первая половина этой недели у типичных козерогов окажется благоприятным периодом для релаксации. У вас появится стремление к восстановлению своих сил. Вы заметите, что сейчас, находясь в одиночестве или отдыхая, быстро набираетесь энергии. А вот активная работа в это время может привести к излишнему переутомлению. Во второй половине этой недели сможете обдумать свои цели и методы их достижения. В своих планах рассчитывать старайтесь только на собственные возможности. Водолей. Вы будете наблюдать за трансформацией отношений с кем-то из близких. Энергетические ресурсы во второй половине недели будут достаточно высоки. Не бойтесь усталости, взяв на себя сложный домашний проект или приступив к физическим тренировкам. Самочувствие еще больше окрепнет, если оградите себя от негативного новостного фона. Спокойствие и гармония – лучшая защита от стресса. Рыбы. На этой неделе, скорее всего, не избежать обид и огорчений. Не пытайтесь развешивать на окружающих ярлыки. Тот, чьи слова вас задели, уже через короткое время может оказать вам ценную услугу. Будьте по-философски мудры и гуманны. Гороскоп рекомендует избегать радикальности буквально во всем. В сфере общения, в области чувств, решая финансовые или бытовые вопросы. Ну и в начале рабочей недели, конечно, нужно напомнить о финансовой грамотности. Вообще вот жертвой кибермошенников можно стать не только продиктовав им свой код или пройдя по вредоносной ссылке. Порой достаточно просто поменять номер телефона. Это реальная история, когда девушка попалась на удочку мошенников именно по этой причине. Мария 2 года назад переехала за границу. Недавно прилетела в Якутию навестить родных. И словно гром среди ясного неба ее ошарашила новость. Вы должница. Оказалось, ее старой сим-картой, привязанной к аккаунту госуслуг, завладели кибермошенники. Меня не заходило, все верно выдавала неверный пароль. Так и ждала, что приеду в Россию и все восстановлю. А номер по МТС, у меня МТС номер был, и я к ним тоже обращалась по восстановлению номера. Но они мне сказали, что номер заблокирован давно, так как вы не использовали его, и он еще плюс продан другому человеку, поэтому восстановлению не подлежит. Но мне пришлось оформить новый номер по приезду сразу же в Россию, и по первой же возможности я сходила мои документы и поменяла свой пароль. И тогда уже я смогла заказывать свои кредитные истории через МВК, и там уже по отчетам я посмотрела, оказывается, у меня задолженность 4 микрофинансовых организаций.
И теперь вместо того, чтобы наслаждаться долгожданным отпуском на родной земле, девушке приходится разбираться с неприятной ситуацией. Перед тем, как отказаться от услуг оператора сотовой связи или даже просто поменять номер телефона, не забудьте открепить его от всех аккаунтов в соцсетях, мобильных банков и портала госуслуг. Только так вы сможете быть уверены, что ваша сим-карта не создаст вам проблем. Право и закон занимают в нашей жизни важное место и скрываются в простых действиях. Открывая счет в банке, занимая 100 рублей соседу или покупая продукты в магазине, вы заключаете договор, который строго регламентирован законодательством. Механизмы регулирования правовых отношений не всегда понятны обывателю, и при возникновении спорных ситуаций любому человеку может потребоваться помощь специалиста. Ну и в нашей постоянной рубрике мы, как всегда, спешим к вам на помощь с полезными и правильными правовыми ответами. Здравствуйте. Все мы знаем, что, решив вдруг уволиться, сразу сделать это не получится, так как по закону работник обязан проработать еще 14 дней со дня подачи заявления об увольнении. Данный срок предусмотрен Трудовым кодексом для того, чтобы дать возможность работнику подумать над своим решением еще раз, а работодателю найти другого сотрудника. Но есть случаи, когда отрабатывать данный срок совсем не обязательно. Об этом я вам и расскажу. Во-первых, сделать это возможно в случае, если вы договорились об этом со своим работодателем. Тогда вы можете покинуть рабочее место в любой согласованный вами день. Во-вторых, уйти в любой день, который вами будет указан в своем заявлении, возможно перед выходом на заслуженный отдых, то есть на пенсию. Не обязательно также отрабатывать двухнедельный срок, если у работника ухудшилось состояние здоровья, но это должно быть подтверждено медицинским заключением или справкой от врача. Также сотрудник освобождается от отработки, когда требуется постоянный уход за ребенком, родителем или супругом. Также можно не отрабатывать положенный срок и в случае, если вы покидаете компанию перед оплачиваемым отпуском. Тогда работодатель издает приказ об отпуске с последующим увольнением и делает расчет. Аналогичная ситуация возникает и у женщин, которые обращаются с заявлением об увольнении перед или во время отпуска по беременности и родам. Также может возникнуть ряд особых обстоятельств, которые делают отработку невозможной. Например, призыв в армию, переезд в другой город или нарушение трудового закона со стороны работодателя. Если же вы не попадаете ни в один из вышеназванных случаев, то открывать дверь начальника пинком не получится еще 14 дней со дня подачи заявления. И важно помнить, что в период отработки вы все еще состоите в трудовых отношениях с работодателем. Так, например, если сотрудник перестанет выходить на работу, работодатель имеет право уволить его за прогул, а это черное пятно в трудовой книжке. На этом у меня все. До свидания. Но вообще, принимая любое решение, особенно если оно касается каких-то правовых действий, необходимо или проконсультироваться, или хотя бы заглянуть в какие-нибудь информационные ресурсы и проверить свои выводы, потому что порой они не соответствуют законодательству. Ну а далее в нашем эфире новостной блок. Далее блок новостей. Путин ратифицировал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Договор вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно. Владимир Путин не исключил возможность проведения Россией совместных военных учений с КНДР после вступления договора в силу. В честь праздника Дня сотрудника ОВД Управление госавтоинспекции по Якутии получило ключи от 2 автомобилей УАЗ, которые будут использоваться для скрытого наблюдения за нарушителями. Автомобили для скрытого наблюдения были приобретены за счет Дорожного фонда республики. Транспортные средства будут направлены в территориальные подразделения для скрытого патрулирования. Данный метод сейчас показывает хорошую эффективность по выявлению и пресечению таких грубых нарушений, как вождение в состоянии алкогольного опьянения и вождение без прав, рассказал заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД по Якутии Сергей Дмитриев. После анализа выявляемости нарушений авто будут распределены в районы.
Правительство Республики Саха-Якутия, Министерство транспорта и дорожного хозяйства уделяет особое внимание безопасности дорожного движения, соблюдению правил дорожного движения. И мы всегда поддерживаем и совместно сотрудничаем плодотворно. Ну и вот в связи с профессиональным праздником мы за счет Дорожного фонда республики нашим коллегам передаем ключи от 2 автомобилей УАЗ для оснащения материально-технической базы и еще более слаженной работе по безопасности дорожного движения. В этом году новогодний отдых обойдется россиянам дороже, чем в прошлом. Цены на отели по всей стране выросли на 15-17%. А именно проживание составляет основную часть затрат на отдых, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В целом по стране новогодние туры подорожали до 15% по сравнению с прошлым годом. Но российские путешественники все равно не готовы отказываться от отдыха в длинные зимние выходные. Лидером направлений в этом году стал Краснодарский край. В Якутске состоялся турнир ИГЛ-ФС на Кубок Илдархана по смешанным единоборствам. В октагоне спорткомплекса «Триумф» состоялись 12 зрелищных поединков между бойцами из России, Ирана, Египта, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана. Якутию на турнире представили 9 спортсменов. Одним из тех, кто одержал победу на домашнем турнире, стал Егор Захаров. Уроженец Татинского улуса в своем поединке одержал верх над Павлом Гуляевым из Мегино-Кангаласского улуса. Подготовился за 3 недели. Сначала должен был побиться с пацаной с Мирного района. Потом соперник поменялся. Но до этого занимался обсыгаем борьбой. И за 3 недели принял бой. Всю тактику выполнили. Заранее планировали вот так, чтобы контролировать. Делать проходы. Разработки сотрудников «Алроса» завоевали золото на международной выставке в Макао. Они участвовали в международной выставке инноваций и изобретений. Делегацию пригласил международный инновационный клуб «Архимед». Работники Якутнепроалмаз представили проект по экологичности горного производства и разработку для исследования природных и синтетических алмазов. Сотрудники «Алроса» показали комплексный проект по цифровизации геологоразведки. К этому часу это все новости. Хорошего продолжения дня. Ну а продолжаем мы новостями уже телеканала Якутия-24. Вчера мы с волнением узнали имя победительницы 2-го сезона реалити-шоу «Городские девчата». Съемки этого захватывающего сезона проходили на живописной ферме Люксюгюн в Вилюйском улусе. 5 смелых горожанок: Юлиана Антонова, Карина Иванова, Аина Федорова, Эмилия Румянцева и Люция Игнатьева решились испытать все прелести деревенской жизни. На протяжении 7 серий мы были свидетелями их невероятных приключений на ферме, где девчата прошли огонь, воду и медные трубы, за каждое испытание зарабатывая баллы. Кроме того, было запущено фотографирование, которое могло принести участнице, набравшей больше всего реакций, дополнительные 10 баллов. Финал шоу состоялся в павильоне НВК «Саха», и к этому важному событию приехал глава фермы Люксюгюн Сидор Ионов, который выступил в роли судьи последнего финального испытания. Также в этот вечер девочки провели последнее голосование, распределив между собой 100 баллов. В итоге наибольшее количество баллов за весь проект набрала 21-летняя Эмилия Румянцева. Она удостоилась сертификата на 100 тысяч рублей. Поздравляем Эмилию с победой во 2-м сезоне реалити-шоу «Городские девчата». Данный выигрыш я вложу в ремонт своей новой квартиры и думаю, что смогу себе что-нибудь приобрести на эту сумму. Ну, я считаю, что должна была выиграть я или Юлиана, потому что мы во всех испытаниях лидировали. Но на самом деле я ей очень благодарна за то, что она мне дала наивысший балл. Это было неожиданно. Как-то даже в ступор меня ввело. Но хочу поблагодарить ее. Я считаю, что это наша совместная победа. Я надеюсь, что мы будем держать связь. И, не знаю, скорее всего, но у нас все равно интересы разные. Это нужно понимать. Но я надеюсь, что наша связь не пропадет.
Не, ну здорово, здорово, что такой настрой общаться и дальше участницы проекта. Мне кажется, это очень важно, потому что это не только пример для подражания, что можно себе попробовать в новом направлении, рискнуть и поменять кардинально жизнь. Я бы, например, во многих испытаниях просто не справилась. Ну, точно. там испытания мощные. Да, я думаю, то есть я себя в роли сельского жителя пока не представляю. Но, посмотрев на девушек, я такая, ну, наверное, надо что-то попробовать как-нибудь. Ну, кстати, может быть, наши телезрители сейчас кто-то смотрит и примут участие в 3-м сезоне реалити-шоу «Городские девчата». Но сейчас давайте узнаем, что нужно надеть перед выходом на работу. Прогноз погоды. Ну, как и обещал Руслан. Итак, в центральных районах минус 15, минус 20, в Заречной группе 12-35 ниже 0, в южных минус 17, минус 20, в Вилюйской группе 13-16 градусов холода, в Нижнеленских 18-20 со знаком минус, в западных 10-14 градусов мороза, в Колымо-Нигерской группе Лусов минус 22, минус 32 градуса, в Янских 30-33 ниже 0. На северо-западе 18-32 градуса холода. В столице температура в 6 часов утра 15 градусов ниже 0, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер юго-западный 1,4 метра в секунду. Температура днем в Якутске 11-13 со знаком минус. Ну, конечно, хотелось бы сказать со знаком плюс, но это уже весной. Ну, друзья, мы желаем вам отличного начала рабочей недели, рабочего дня. Понедельник у нас, конечно, день тяжелый, но я думаю, что мы сделали это утро, по крайней мере, гораздо легче. Я согласна с Русланом во всем, кроме что понедельник день тяжелый. Он будет таким, каким вы его сделаете. И до завтра!